Помидоры, огурцы, подсолнух, кукуруза. Здесь у меня посажено 16 сортов клубники. Всем советую, чтобы они ухаживали за своим огородом. Говорить о своих зеленых подопечных они могут неустанно. Еще бы, для того, чтобы взрастить хороший урожай, у них уходит много сил и средств. Первые по-настоящему теплые апрельские дни – хорошее время для старта ежегодного республиканского конкурса на лучшее подсобное хозяйство. В Ингушетии он проводится уже в 4-й раз. Яра шашт беш мажлелерах. Президенту хозах етыш, нах злелич диких етыш, наха фут малт хаш анцу хаби абох медиа ряз холцен. Огромное спасибо организаторам этого конкурса, оргкомитету, всем тем, кто это все организовал. И всем тем, кто сопутствовал данному конкурсу. Конкурс очень замечательный, очень интересный. Вот я наблюдала за конкурсантами, смотрела, где-то чего-то подглядела у них. В прошлом году первое место поделили между собой сразу два участника, один из которых Заурбеков. О конкурсе он узнал от родственника, решил попытать удачу и сдать документы. Информация о победе для него стала полнейшей неожиданностью. Это как бы само по себе получилось, естественно, я не ожидал этого. Далее хотим сделать теплицу, поставить, хотим завести, у нас земля не очень плодородная, приходится завозить, далее завести земли побольше плодородной. Еще все дополнить, разнообразить. Развитие сельского хозяйства и помощь тем, кто трудится в этой сфере – вот главная цель конкурса, который инициирован главой региона Махмудом Али Кальматовым. Вот этот в огород, чтобы я же не могу, значит, идите в огород, сажайте что-то себе. Ну, сказал бы и все. Поэтому я придумал и прошу, я вам заплачу, только идите в свой огород, пожалуйста. До чего надо? Но я считаю, что я пользу все равно из этого делаю. Понимаете? Пошли там в этом году 100, например, на другой год 200, на следующий год, может, 300 пойдут. Также в прошлом году впервые в регионе прошел и фестиваль цветов. В нем приняли участие жители, у кого имеются сады, огороды, дворовые клумбы с красивым и оригинальным оформлением. Очень обрадовалась, конечно. Мне позвонили и сказали, что я заняла 3-е место. Конечно, приятно было очень. После работы прихожу и сразу захожу в сад. Я с интересом очень саду занимаюсь этим. Приз, а именно 500 000 рублей, получили каждый из победителей. Их было 2. Каждый направил деньги на развитие своего хозяйства. В прошлом году всего на конкурс подали заявки 412 человек. После тщательной проверки комиссия, куда вошли представители Минсельхоза, Минэкономики и различных муниципалитетов, отобрали 24 лучших подсобных хозяйства. Критерий оценки было несколько. Ухоженность, скажем так, ассортимент, то есть широкий спектр, скажем, овощных культур, плодовых культур, ягодных культур. И еще ко всему этому еще эстетичный вид. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Кроме 3 призовых мест, 10 лучших участников получат по 100 000 рублей, еще 10 по 50 000 рублей. Напомню, призовой фонд сформирован за счет средств Национального фонда развития региона. Хава Гагиева, Магаз 24.